Открытый региональный конкурс «Звезда Сибири» и «Джигит» за 8 лет стал площадкой для воспитания элиты татарской нации. Выпускники проекта – символ успешных и образованных представителей современной молодежи. Они продолжают свой путь и достигают успеха в различных сферах деятельности. Искусно выбивать ногами дроби, владеть вниманием зрителя, научиться рассказывать о себе стихами сибирско-татарского поэта – вот чем в ноябре 2014 года были заполнены будни сибирской красавицы Алисы Арангуловой. Финалистка конкурса «Звезда Сибири» и «Джигит» 2010 года представила Тюменскую область на всероссийском конкурсе «Татар-Кызы-2014». Представительница древнего рода исламских шейхов участие в национальных конкурсах красоты рассматривает как пропаганду татарских ценностей. Гордится своим происхождением, ее учили с детства. Мы узнали самое главное, что мы в целом на всероссийском уровне представляем народ. Неважно, сибирско-татарский, крымский, просто там казанские татары. В целом мы представляем народ, нацию. И, соответственно, наша цель была донести это все красиво, нарядно и показать, что у нас есть девушки такие в стране, в своем городе, которые готовы нести культуру своего народа, развиваться, с гордостью нести это имя. На конкурсе в Москве девушек судили самые известные лица страны. Татарская красавица или татарская девушка – это все-таки прежде всего для меня, как для всероссийской свахи, это невеста. И любой конкурс красоты – это конкурс невест прежде всего. Поэтому я оценивала девочек по критериям быть хорошей женой и будущей матерью. Об успехах Алисы Арангуловой Татарадиосы в Тюмени рассказывала в своем эфире всему региону. Ведущие Розалия Аминова и Гузалия Хамидуллина – выпускницы конкурса «Звезда Сибири» и «Джигит». До участия в конкурсе тайны радиоэфира для них были загадкой. Сегодня они каждый день радуют своими голосами слушателей Татарадиосы в районах юга Тюменской области. Гузалия Хамидуллина в 2011 году стала финалисткой проекта. Жюри сразу оценила в ней не только красоту, но и прекрасное владение татарским языком. Девушке поступило предложение стать радиоведущей на единственном в Тюменской области татарском радио. Я, конечно же, очень обрадовалась, согласилась, пришла, попробовалась, и вот уже на протяжении 4 лет я работаю здесь. Я, конечно, очень рада, что поучаствовала тогда в конкурсе, так как конкурс дает молодежи большие возможности для реализации себя в этой жизни. Жизнь инженера исследовательского института Саида Тусмухаметова изменилась до неузнаваемости после того, как он стал финалистом проекта «Звезда Сибири» и «Джигит» в 2010 году. И пусть титул Татар-ЕГТ присвоили не ему, самое интересное началось после финала. Саид Тусмухаметов сменил чертежи и графики на национальные культурно-массовые мероприятия в Центре татарской культуры города Тюмени, куда его пригласили на работу. Здесь же стала регулярно собираться татарская молодежь. Со временем Саид Тусмухаметов возглавил общественную организацию «Союз татарской молодежи Тюменской области». Конкурс придал мне какую-то уверенность в своем деле, потому что я уже в 2008 году вступил в ряды Союза татарской молодежи Тюменской области. В 2010 пошел на конкурс. После этого мои какие-то познания и вообще вера в то, что наше дело не безразлично никому, добавили мне силы. Вот таким образом, наверное, меня смотивировало для дальнейших действий в своей жизни. Проект «Звезда Сибири» и «Джигит» помог Руслану Бабшанову поверить в себя и вернуться на паркет, только уже в качестве преподавателя спортивных танцев. С карьерой танцора Руслан Бабшанов простился во время учебы в архитектурно-строительном университете, но конкурс вернул любовь к танцам. Теперь после трудового дня он тренирует будущих чемпионов. 2,5 года я как тренер и как судья уже, то есть в этом направлении работаю, развиваюсь, учусь, постоянно сдаю экзамены. Вот, и успехи есть и на чемпионате России. Успех всероссийского масштаба получила и коллекция Элины Саитовой «Сибирские ласточки» в декабре 2014 года на конкурсе национального костюма «Этноэрата» в Москве. Путь дизайнера национальной моды Элина Саитова начала после участия в финале конкурса «Звезда Сибири» в 2008 году. После этого девушка создала не одну коллекцию татарских платьев.
Одна из целей нашего проекта «Звезда Сибири Джигит» – это выявление талантливой, творческой, креативной татарской молодежи и дальнейшее продвижение их в тех сферах, в которых они действительно являются талантами. После рабочего дня инженер-геолог Элина Саитова садится за швейную машинку. Она автор уже нескольких коллекций национального татарского костюма. Работая над эскизами, Элина консультируется с экспертами в области истории костюма и фольклора сибирских татар. Все от каждой строчки до украшений сделано своими руками. В национальной татарской одежде очень много идей можно подчеркнуть. Можно использовать камзолы, жилеты, платья у нас очень красивый крой. Не обязательно повторять полностью национальный костюм, потому что это повторение это для сцены. Точная копия национального костюма это для того, чтобы выступать. А в жизни можно использовать какие-то элементы. Будет смотреться красочно, интересно. И для вдохновения в татарской народной культуре огромные возможности, откуда черпать вдохновение. К финальному шоу 8-го открытого регионального конкурса «Звезда Сибири и Джигит-2015» дизайнер дополнила коллекцию «Сибирские ласточки» новыми моделями и представляет ее вниманию зрителя.